У добрых дел нет срока давности. Вот так называется наша сегодняшняя программа. Ассаламу алейкум. Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И председатель Чеченского регионального отделения Союза женщин России Сацита Уциева. Маршал Сацит. И сразу переходя к нашему разговору. Смотрите, региональному общественному фонду имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова в этом году исполняется 20 лет. Если я вас попрошу оценить, описать деятельность и опыт фонда за 20 лет, каким будет ваш ответ? Ну, чтобы описать деятельность фонда за 20 лет его деятельности, нам, наверное, очень много времени понадобится, не одна передача, но если сказать коротко, что огромное количество проведено благотворительных акций, и за этот период проделан большой путь фондом, и география фонда расширена в последнее время. Мы видим, если в начале создания фонда все благотворительные акции, помощь оказывалась в республике и в соседних регионах, то сегодня и в Сирии, и в Турции, и в странах Ближнего Востока, и Африки, везде фондом оказывается благотворительная помощь. А если попрошу оценить работу фонда за прошедшие 20 лет, кстати говоря, лучшая благотворительная организация в стране, и не только. Надеюсь, вы со мной согласны. Да, очень я с вами в этом плане согласна. Дело в том, что действительно за это время, за эти 20 лет, конечно, у нас в стране очень много благотворительных организаций, даже у нас в республике Даймох, насколько я знаю, Хайра. Но примером для всех этих организаций является фонд, потому что он самый крупный, самый масштабный, и мероприятия проводятся по всему миру, все благотворительные акции. Ну и говоря о помощи, которая проводится фондом, мы прекрасно все знаем, сколько отправляется людей на иногороднее лечение, сколько огромное количество людей совершили хадж и умру благодаря именно помощи фонда. Поэтому здесь можно часами перечислять все добрые дела, которые творятся именно вот фондом. Но это нужный фонд. Да, очень нужный. Важный фонд, важный фонд, потому что, опять-таки, если вот возвращаться к тому вопросу, как и кем оценить деятельность фонда, то здесь вот не знаю, какое мерило даже применить к тому, что, но знаю, что огромное количество людей очень благодарны за помощь, которая оказывается фондом. Вы тут правы. Фонд имени Героя Ахмата Хаджи Кадырова один из самых известных благотворительных фондов в России. Опять же, подчеркну, не только в России, даже во всем мире. Да. Ваше мнение, почему? Ну, я думаю, что это благодаря и тому, что именно фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова, нашего первого президента, Героя России, Далгазов Обалдерсон. Вот мы знаем, какую он роль сыграл в судьбе нашего народа. И, естественно, и благодаря имени Аймане Несиевны, потому что во всем мире знают ее доброту и всегда обращаются к ней за помощью. И, конечно же, авторитету Рамзана Ахматовича Кадырова, главы нашей республики, вот, который вот, постоянно оказывает и помощь правильно подобранному коллективу фонда, специалисты, которые там работают, они очень такие все компетентные, мы видим. Вот. Я так считаю. Ну а если у вас спросить, как вы считаете, какую роль сыграл фонд в развитии чеченского и даже российского современного института благотворительности? Я думаю, очень важную, главную роль, потому что он постоянно проводит проекты и социального характера. Вот, и как я ранее отмечала, потому что фондом оказывается помощь по всему миру. И вот говоря о специалистах, о коллективе этого фонда, вот мне хотелось бы подчеркнуть, сказать, что даже вот в нашей организации
членом правления является и вице-президент этого фонда Хава Исаева, и работники этого фонда. И мы, как вот наша организация, когда проводит свои мероприятия, вот у нас интернат слабовидящих, слепых, вот мы с ними, когда проводим свои благотворительные акции, нам любезно фонд оказывает тоже помощь сладкими подарками. Ну и когда мы проводим акцию «Собери ребенка в школу» на 1 сентября, вот тоже мы от фонда получали школьные принадлежности. Ну, взаимодействуем тоже с фондом. То есть опыт благотворительности вам знаком? Да, фонда. да, очень. Смотрите, у фонда много масштабных и успешных проектов. О них вы упомянули. И тут я хочу спросить, а какие акции и проекты фонда вы считаете наиболее значимыми как председатель чеченского отделения Союза женщин России? И почему? Вы знаете, честно говоря, как-то разделить значимые или менее значимые, да, ну как бы не совсем и корректно, но тем не менее любая акция, которая проводится фондом, она направлена на оказание помощи человеку, и для того, кому оказана эта помощь, она является для него и важной, и масштабной. Вот поэтому, а какие акции проводятся, вы видите, что насколько у нас ведется строительство с поддержки фонда, дороги строятся, мосты, жилье, как я уже сказал. Вот, поэтому они... Я считаю, что все акции, которые проводятся фондом, они важны и значимы. Хорошо, а какие преимущества фонда вы можете подчеркнуть, за счет которых удалось достичь такого высокого уровня благотворительности и развития фонда? Вот такой вопрос. Ну и опять-таки я тут могу только повториться и сказать, что вот благодаря действительно вот и имени Аймани Несиевны, за счет ее доброты, ее помощи, которую она оказывает каждому нуждающемуся, и, естественно, и авторитету Рамзана Ахматовича Кадырова. Вот, поэтому к ним обращается, к фонду обращается со всего мира. И слова благодарности тоже звучат по всему миру. А насколько важную социальную и общественную роль играет фонд Чеченской Республики и России? Вы извините, что такие вопросы, но я хочу выслушать твое мнение. Оно мне интересно. Оно очень, ну как вам сказать, и значимая эта роль, и важна эта роль, потому что фонд является как раз для всех остальных, кто занимается этой благотворительностью, именно примером, потому что все, что делается фондом, оно масштабно, значимо. Еще раз хочу сказать и подчеркнуть. Фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова стал опорой и поддержкой для миллионов. Для миллионов людей, да, кстати. И самое трудное для этих людей время. Поэтому действительно вся помощь, вся поддержка, которая проводится фондом, она охватывает огромное количество, можно сказать, миллионы людей. И вот поэтому сегодня слова благодарности звучат по всему миру. Да, по всему миру звучат. Почему фонду удается сделать то, что не могут другие? А именно помочь людям, несмотря в какой стране они живут? Ну, я думаю, что эта работа все-таки проводится комплексно, именно вот правильно подобранному коллективу, как я и выше сказал. И делается оно не для формальности, а именно, чтобы дойти до каждого человека и оказать эту помощь. Это действительно реальный фонд? Реальный фонд, да. А не просто разговоры, вот это нужно, то нужно. Именно, да, потому что она бывает своевременно и именно адресно тем, кому она нужна. И не делает ограничения, разницу, это Россия, да, это Чеченская Республика, да, конечно. Это Сирия, помогает всем? Да, помогает всем, кто в этом нуждается. И вот, пользуясь случаем, я бы хотела поблагодарить именно вот и от себя лично, и от имени нашей всей организации, именно Аймани Несиевну за ее доброту, за ее милосердие, которое она как истинная мусульманка проявляет по отношению к нуждающимся, и ей тоже пожелать Всевышнего благоденствия,
здоровье самое главное. Да, это был мусульмантян, а что да, дикансбеком был. Амин. Фонд на сегодняшний день, Сацита, помогает нуждающимся по всему миру. Хотя изначально он создавался для помощи Чеченской Республике, жителям Чеченской Республики. Думаю, что фонд можно уже считать международным, а не региональным. Или я не прав? Исходя из всего из этого. Вы совершенно правы, вы сами даже ответили на этот вопрос. Действительно, своей деятельностью за все эти прошедшие 20 лет фонд давно перешел на международный уровень. Поэтому это совершенно верно, правильно. Он не является региональным, а является международным. И это будет правильно. Да, и это будет правильно. Это вы сейчас отвечали как председатель регионального отделения Союза женщин или просто чеченка, женщина, житель Чеченской Республики? Я, честно говоря, скорее всего, наверное, как житель нашей республики, как чеченка, поэтому я вот тоже подчеркивал, что и даже как и председатель Чеченского регионального отделения мы на себе, скажем, ощущали эту помощь фонда. Так что я думаю, и в дальнейшем наше взаимодействие будет тоже. А есть взаимодействие? Да, есть взаимодействие. Вашей организации с Да, фондом? я же сказала вам, что у нас в организации, в правлении находится вице-президент фонда Хава Исаева. Вот поэтому я хотел это уточнить, чтобы вы это снова озвучили. К сожалению, время нашего эфира заканчивается. Сацита, у вас есть 30 секунд, если вы это, конечно, желаете, поздравить фонд с 20-летним юбилеем. Да, конечно, Камера ваша. Да, я с большим удовольствием поздравляю наш, уже теперь я могу тоже смело сказать, не региональный фонд, а именно международный фонд имени нашего первого президента Ахмата Хаджи Кадырова, Героя России, Далазов Облдольцун, президентом, который является Аймани Несиевна. Конечно же, хочу от себя лично и от нашей организации снова и снова поблагодарить за огромную помощь, за огромные благотворительные акции, которые фонд проводит по всему миру, и пожелать и дальнейших успехов, и здоровья, и сил, и терпения. Спасибо. Удачи вам. Спасибо огромное. Я присоединяюсь ко всем поздравлениям нашего дорогого гостя. И хочу лишь добавить одно. С праздником, фонд, с 20-летием. Да. Действительно, у добрых дел нет срока давности. Спасибо, фонд, что ты есть. Это была программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И председатель Чеченского регионального отделения Союза женщин России Сацита Уциева. И напоследок, дорогие друзья, не болейте, будьте здоровы.